Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Дорогие мусульмане, мы вчера рассказали некоторые фрагменты из жизни пророков, из подвижников, как они предпочитали других, хотя у них своих была нужда. Сейчас сегодня мы расскажем еще больше из этих предпочтений, что мы тоже старались быть похожим на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на жен пророков, на сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как они старались. Один из самых интересных историй, который было предпочтение, Мугира ибн Шу'ба уступил Абу Бакру, радийаллаху анху. Когда вафд делегация из Таифа, когда пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это была кабиля Мугира ибн Шу'ба, это было племя Мугира ибн Шу'ба. Абу Бакр говорит: Мугире, ты не говори пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, дай я расскажу радостную весть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что он хочет, Абу Бакр хочет, чтобы обрадовать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И Мугира также хотел, Мугира уступил Абу Бакру, когда он попросил уступить этому. И Абу Бакр рассказал радостную весть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Из этих предпочтений то, что сделала наша мать Аиша, радийаллаху анха. Аиша, радийаллаху анха, я всегда хотела, чтобы себя похоронили возле своего мужа и отца, где в своем доме. Аишин доме их похоронены были. Абу Бакр, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда Умар раненый был, отправляет Умар к Аише. Я, говорит, хочу, чтобы меня похоронили в твоем доме, возле пророка и Абу Бакра. Разрешишь ты мне это или нет? Аиша говорит, это место, говорит, хотела для себя, но, говорит, если попросил, если Умар просит, я разрешаю. Умар тоже не стал, как только она разрешила, да, я это буду там похоронен. Он говорит, Умар говорит, может быть, она сейчас мне уступила за то, что сейчас я являюсь амиром му'минин, еще живой, и не могла отказать. После моей смерти, говорит, заново идите, берите разрешение. Аиша, радийаллаху анха, уступила это место, хотя она сама хотела быть рядом с пророком, своим отцом. Если это место вы посчитаете, каждый, кто приходит к пророку, приходит к Умару тоже салам давать. Каждый салам, каждый дуа. Хотя такое важное место было, Аиша уступает, радийаллаху анха. История, которая случилась в битве Ярмук, кто мусульман не знает, кто сподвижников не знает, думает, эта история из фантастики. Хузайфа аль-Адавий рассказывает, я, говорит, начал искать своего двоюродного брата среди раненых. И, говорит, у меня чуть воды тоже было. Я, говорит, видел в последнем дыхании, видел своего двоюродного брата. От него, говорит, я кровь тоже, который на лице был, говорит, почистил. И, говорит, сказал, будешь воду? Он, да, говорит, да, буду. Он захотел пить воду. Говорят, когда раненый человек, даже жажда сильнее бывает, он услышал рядом человек, который стонет. Мне, говорит, указывает двоюродный брат, идите к нему, ему отдай. Я хотел ему отдать, говорит, там был Хишам ибн аль-Ас. Я, говорит, будешь воду? Он сказал, да. Он тоже услышал рядом другой человек стонет. Он говорит, иди к нему и ему отдай. Я к нему пришел, этот человек, который стонал, уже умер. Вернулся к двоюродному брату, он умер. Третьему вернулся, все они умерли, и никто из них не выпил воду. Вот предпочтение, вот воспитание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И как мы с другого руки отбираем и кушаем. Наоборот, братья, всегда должен быть такое предпочтение. И всегда мы должны стараться, чтобы следовать за пророками, за сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Эта история, смотрите. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправляет группу во главе Галиб ибн Абдиллах аль-Кальби, и вторая группа во главе Джундуб ибн Макith аль-Джухани. Два группы пророк отправляет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы они напали на Бани Мулаввах. Они были кафирами, это местность Аль-Кудайт, туда отправил.
Мы, говорит, пришли, дошли до куда это место, которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который нас отправил, близ к заходу солнца, под вечер. Мои друзья, говорит, меня отправили, Джундуб рассказывает, чтобы я разведку сделал. Чтобы разведку сделал, посмотрел, как там положение. Я, говорит, такое возвышенное место нашел, там лег, и оттуда начал смотреть. Один человек вышел из своей палатки и сказал своей жене. Я, говорит, на этом возвышенности, говорит, что-то черное, говорит, заметил. Заходи, говорит, домой, посмотри, может, это собака, что-нибудь из нашего дома забрали или нет. Жена посмотрела, все на месте, ничего не забрали. Но он сказал, дай мой стрела и копье. Она подала ему 2 стрела. Он, говорит, выстрелил прямо это, которое он видит, это черное место. Прямо, говорит, мне в бок попала эта стрела. Но я, говорит, потерпел этого, вытащил эту стрелу и потерпел, не шевелился, чтобы он не заметил, что он шевелится. Второй, говорит, тоже попал мне в плечо. Тоже, говорит, я сдержался, не пошевелился. Тогда, говорит, он сказал своей жене, если этот был бы человек или что-то живое, после как это попало, пошевелился бы. Они, говорит, мои оба стрелы ему попали, значит, это не живой человек. Утром, говорит, иди, забери мои оба стрелы оттуда. Потом он зашел домой, и я вернулся раненым и рассказал, что случилось тоже. Мы до утра поспали, утром напали и победили над этим племенем. Смотрите, вы, раненый, мог бы даже этой стрелой убить, он это терпит ради того, чтобы не почувствовал он, что сзади там находятся его друзья, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. За это, братья мусульмане, такие истории в исламе очень много, которые они предпочитали других, хотя он сам больше нуждается. Этим историей тоже. Он, чем себе предпочитал своих друзей, чтобы они не заметили, что он там есть, уже ждут, он не пошевелился. Хотя стрела попала в руку, стрела попала в бок, он не пошевелился. Держался, чтобы не сдать своих братьев. Да поможет Аллах Субханаху ва Тааля приобретать это хорошее качество, чтобы у нас тоже было. О, братья мусульмане, сейчас, через несколько минут, время разговения, время отпускать уразу. Делайте дуа, просите Аллаха Субхану ва Тааля прощения для вас и для нас. Заканчивается месяц. Заканчивается месяц. Осталось считанные несколько дней. Делайте дуа усердно для своих братьев в Газе, Туркестане, уйгурам и во всем исламском мире, которые находятся в тюрьмах, притесненные. Делайте за них дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля их освободил. Да примет Аллах Субхану ва Тааля ваш пост, ваш намаз, ваши таравихи, ваши пожертвования на пути Аллаха и ваши дуа. Амин, амин, амин. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ва джазакумуллаху хайран.